Привет. Привет. Что делаешь? Я тебя здесь раньше не видел. Ну, качаюсь, как видишь. А что так скучно? Давай подтолкну. Нет, спасибо, не надо. Весело будет. Останови, пожалуйста. А ты что, боишься? Да, мне страшно. Да ладно, не притворяйся. Останови, я сказала. А то что? Sitt diviscendi adera, sit diviscendi adera, так тупер. Эй, завязывай. Что это сейчас было? Ничего, я просто прокляла тебя и всех твоих друзей. Ненормальные. Да ты что, прям так 10 тысяч на земле нашел? Повезло. А ты что, ногу сломала, бедняжка? Ты мне мешаешь. Ладно, я тебе потом перезвоню, а то меня сейчас Арман взглядом сожрет. Ты давай там выздоравливай, пока. Кто там ногу сломал? Аида бедняжка, а ее брат 10 тысяч нашел, на дороге валялись. Повезло ему. А вот Аиде не очень. О, Господи! Что такое? Я вижу, что такое по новостям. В эфире срочные новости. Странный вирус обрушился на наш город. Сотни людей страдают от тотального невезения, а другой сотня Фортуна улыбается самой лучезарной улыбкой. Некоторые источники утверждают, что вирус передается воздушно-капельным путем, но наша редакция верит, что вирус передается исключительно касанием. Будьте осторожны. Да-да, я видел точно такой же выпуск, только без этого бегуна. Думаете, это правда? А как тогда объяснить сломанную ногу Аиды и находку ее брата? Как? Очень просто. Либо Аида плохо смотрела под ноги, либо просто упала. А вот ее брат очень внимательно рассматривает асфальт. Вот и все. Никакой магии, никаких вирусов. Все-таки это очень подозрительно. Не знаю, как вы, но я верю, раз об этом заговорили СМИ. Это очень серьезно. Я тоже так думаю. Не касайся меня, вдруг ты заразный. Вдруг вы все заразные, не трогайте меня. Адия, успокойся, если были мы бы заражены, то мы бы об этом уже узнали. Чего вы тут раскричались? Доча, все в порядке? Уберите ее от меня, уберите! Да чего ты так орешь? Нету тут никакой осы. А вдруг она где-то притаилась? Все, улетела твоя оса, можешь успокоиться. Ай! Она ужалила меня! Да, алло. Мама мне купила новый телефон? Правда? Ура! Новый телефон? А чем этот плох? Теперь понятно. Мы так уже полчаса сидим, ничего с тобой не случится. Мне кажется, Адия вполне логично беспокоится. Я тоже тревожу. Я сегодня в интернете прочитал, что... Замолкни, хочешь, чтобы она еще больше боялась? Вы все замолкните. Я не понимаю, почему вы такие спокойные. Если этот вирус до нас дойдет, то мы погрязнем в собственных же неудачах. Если это и правда, то шанс получить так и везение, так и невезение 50 на 50. Ага, по закону подлости мы получим именно невезение. О боже, они сумасшедшие. Может, они не знают? Как тут не знать? Все новости, что делать, что трубят об этом вирусе. Надо бы разобраться с этим. Тебе что, больше всех надо? Так если мы не заражены, то я проверю этот ваш вирус на них. Считай, будет эксперимент. Мне нравится твой подход. Но ты со мной не пойдешь. Да я понял уже, сиди. Артур, не надо. Да не боись, все пучком. Чего вы тут толкаетесь? А тебе-то что? Не слышали про новый вирус? Прикосновения опасны. Может, слышали, а может и нет. Ай, блин, София, ты мне невезение передала. А кто тебя просил вмешиваться?
Ну нельзя же так с людьми. Он сам к нам полез. Так погоди, если ты передала ему невезенье, то он мне передаст. Ух ты, я давно такие хотел. Да отобрал мое везение, ты за это поплатишься. Валим, валим! Что будем делать? Может, Артур спросим? Давайте. Артур! Артур! Чего? Мы вообще-то тебя обсуждаем. Ну, обсуждайте дальше. Артур, блин, послушай нас. Ну что там у вас опять? Ты знаешь, что если мы тебя коснемся, то получим неудачи? Об этом я не подумал. Иногда полезно подумать о других. Кто бы говорил? Хватит, у Армана вообще-то тут дельная мысль есть. Какая такая мысль? Тут такое дело. Да не мямли ты. Дай ему сказать. Спасибо, Нелли. Вот, короче, посмотрите на этот флаер. Конкурс талантов? Вот именно. И какие таланты мы там будем показывать? Все очень просто, чтение мыслей. Чего? Вот, короче, мой план что состоит. Вам удалось провести вчерашний вечер без прикосновений? Я еле вернулась от сестренки. Пришла, а она заладила. Сделай мне макияж, ты же умеешь. Не трогай меня. От меня не спрячешься, я тебе все равно достану. Зачем тебе макияж, маленькая еще? Тебе жалко, что ли? Я всю ночь в ванной просидела. Остальные как? Я сказала маме, что у меня заразная сыпь. Больше она меня не трогала. Так тебя же нигде не видно сыпь. Как она тебе поверила? Вот мазь, мне ее посоветовала соседка. Все намажь, не забудь. Ничего не пропусти. Это ради плана, хватит ржать. А у тебя как все пошло, Артур? Вроде без происшествий, вот только... Вас подвезти? Нет, спасибо. Да ладно, нас уже мама ждет. Я хочу прогуляться. Ну, как знаешь. Ну, папа! По рюкзаку же не считается? Думаю, что нет. А у тебя самого как прошло? Да никак, родители на командировке, так что никто мне не мешал. Раз у всех все в порядке, возвращаемся к плану. Слушайте внимательно, чтобы у всех нас было только везение, нужно следовать следующим манипуляциям. Артур передает мне невезение, я передаю везение Данелле, а Данелли передает невезение Адие. Я потерял смысл слова невезение. Сосредоточьтесь. Ладно. Таким образом, Артур и Данелли становятся везучими, а мы с Адией касаемся друг друга, и у нас тоже будет везение, и у нас всех будет удача. План, конечно, гениальный, но что если что-то пойдет не так? Адия, не нагнетай, все у нас в порядке. А теперь давайте действовать. Почему именно по носу? Таков план. Все, теперь мы все везучие? Должно быть так. Тогда побежали на шоу талантов. Значит, раз нам всем везет, то мы сможем угадать менеджеры, так? Да-да, ты это уже 1000 раз повторила. Ты чего такой на взводе? Боюсь опозориться. Мне кажется, что 60 000 того стоит. Это если мы победим. А вот если нет... Что вы будете нам показывать? Чтение мыслей. Что, прям все четверо? Прям все четверо? Ну что же, показывайте. Уважаемые судьи, загадайте нам любое число, а мы его определим. Это число 145. А теперь? Это число 38. Что же вы так, не повезло вам? Нам не могло не повезти, просто не могло. Попытаемся еще раз.
У нас нет времени на ваши ошибки. Тогда, уважаемые судьи, мы объявляем перерыв. Я вас всех подставил. Ты не расстраивайся, ты так, с кем не бывает. Со мной не бывает. Значит, мы что-то сделали не так. Почему Адие повезло? Не знаю я. Ты кого-то касалась? Нет, 100%. А как тогда объяснить? Говорю же, не знаю. Успокойтесь все, давайте просто возьмемся за руки, а там будь что будет. Ну это не по плану. Да уже без разницы, давайте. Девочка, где же ты? Девочка, прости меня. Простить так просто? Я внес хаос в наш город. Я должен все исправить. Ты хочешь, чтобы я отменила свое заклинание? Да, пожалуйста. И это все? А как же все твои молнии, ветер, гром и все эти твои странные заклинания? Ой, да, это было совсем не обязательно. Я просто хотела, чтобы ты испугался. Ребята, вы большие молодцы. А сейчас задача посложнее. Вы должны угадать слово, которое я запишу. Мы же справимся? Обязательно. Ребята, я ничего не чувствую. Я тоже редко когда чувствую. Вообще, любовь это... Да не об этом, я не могу прочитать их мысли. Готовы сказать слово? Нет. Да ладно, не скромничайте. Лондон! Эх, а победа была так близка. Но я же почти угадал. Почти не считается. Что я пропустил? Вы выиграли? Нет, не выиграли. Ура! Это у нас из-за тебя коллективная непруха. Ну, как сказать? Всем добрый день, меня зовут Ева. Я покажу вам свой талант, и это колдовство.